Если есть возможность помогать, нужно помогать. Этим принципом жительница Алдана, многодетная мама Евгения Долгова, руководствуется всегда. Без малого 2 года Евгения с единомышленниками оказывают помощь военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации. А с мая 2025-го команда добровольцев официально является отделением волонтерской организации Нерюнгринского района «Зов Севера». Как можно остаться в стороне, когда лучшие сыны находятся там, да? Как можно не оказать поддержку? Ну и вообще, как бы мой девиз, наверное, по жизни: если ты можешь помочь, помоги. В штабе волонтерской организации «Зов Севера» процесс сбора грузов не останавливается. Продукты, одежда, предметы первой необходимости вместе с приветами от самых маленьких соотечественников скоро будут отправлены военнослужащим, выполняющим задачи спецоперации. Сейчас собираем посылочки для наших бойцов, для наших героев. Мы их так все называем, независимо от того, есть у них награды или нет. Для нас они все настоящие герои. И одежду, и постели, и личные вещи какие-то, и медикаменты. То есть все, что нужно, им сейчас все очень нужно. И поэтому все, что возможно, все и собираем. Очень много грузов в зону спецоперации было отправлено в декабре. В первый месяц зимы стартовала акция «Поздравь бойца с Новым годом». К призыву поддержать военнослужащих и поблагодарить их за защиту алданцы присоединились массово. Всего было собрано около 180 посылок. Очень откликнулось много деток, школы, детские сады, вообще вот разные, очень много собрали. Вот, неимоверное количество было коробок у нас здесь, вот просто все было заполнено. И мы здесь работали просто в выходные дни с утра и вот до самого-самого позднего вечера. Разного рода поддержку бойцам жители оказывают не только в рамках благотворительных акций, но и на регулярной основе. Многие трудовые коллективы и семьи взаимодействуют с «Зовом Севера» постоянно. И ребятишки подарки собирают, и училища наши, и техникуми. То есть никто не остается в стороне. Есть 3 бабулечки у нас, которые постоянно вяжут носочки. Мы собираем шерсть, пряжу, и я развожу им, и они вяжут. Вот у нас как бы уже собрано какое-то количество. В настоящее время в алданское отделение организации «Зов Севера» входят 16 человек. Команда объединила 11 взрослых и 5 школьников. Большую часть коллектива составляют женщины. Задачи, требующие физической силы, возлагаются в основном на 2 мужчин. Все, что нужно, всем занимаемся. Грузим, пакуем, разгружаем, загружаем, отправляем, привозим, увозим, все делаем. Все добровольцы алданского отделения организации «Зов Севера» – люди работающие и семейные. В кутерьме повседневных дел они не задаются вопросом о том, хватит ли им времени на волонтерскую деятельность. Оказание поддержки защитникам алданцы считают своим человеческим долгом. И выполнению этого долга иные заботы не помеха. Отработали и пришли сюда. По возможности помогли, поработали, побежали домой. То есть всегда находим время. Все равно без этого никак. Получилась у нас очень, так сказать, крепкая, хорошая команда. Все друг другу помогаем. Поэтому дружим, живем дружно. С земляками-военнослужащими волонтеры поддерживают постоянный контакт. Особенно ценна обратная связь от бойцов. Эти плакаты были изготовлены в зоне боевых действий. Их передал супруг Юлии Толмачевой. Сейчас он выполняет задачи спецоперации. Прислал мне супруг зоны СВО. Там, где он служит, ДШБ ветераны. Вот там вот делали, у них как свой корреспондент, и вот делают вот такие постеры мальчишкам. И вот мы их распечатали. Гуманитарные сборы, проведение благотворительных мероприятий, закупка продуктов, изготовление сетей, окопных свечей и салфеток. Деятельность ведется по разным направлениям. В решении ряда вопросов члены алданского отделения «Зов Севера» взаимодействуют с другими волонтерскими организациями района. С другими волонтерскими организациями мы дружим, работаем, но хотелось
Наверное, больше централизованности, да, больше координирования. Тогда бы, если бы мы совместно были координированы, да, мы больше бы приносили пользы для наших ребят. За время работы волонтерского движения из Алдана в опорный пункт города Новоазовска было отправлено порядка 150 тонн грузов, в том числе инструменты, запчасти и несколько единиц техники. Работа продолжается, и волонтеры приглашают всех неравнодушных жителей пополнить их ряды. Эту помощь ребята ждут, чтобы люди не думали, что все закончилось, да, все не закончилось, также все продолжается, тяжело продолжается. У людей почему-то немножечко притупилось это чувство помогать, да, и часто бывает, что помощь идет разово. Нет, помощь нужна постоянно. Постоянную поддержку бойцам оказывают очень многие трудовые коллективы. В детском садике «Снежинка» вот уже 1,5 года действует мастерская по изготовлению маскировочных сетей. Как только выдается свободное время, педагоги и воспитатели работают здесь. Процесс изготовления полотен идет быстро и слаженно. Нет, не сложно. Просто было сначала страшно, что где-то ошибемся, что подведем, да. Но на самом деле нет. Это не сложно, это интересно даже. И особенно, когда ты плетешь и понимаешь, что это приносит большую пользу. Это очень тоже дорогого стоит. Освоили плетение сетей очень быстро. Плетет весь коллектив практически в свободное от работы время, в сон-час, когда не заняты работой с детьми, поднимаются и плетут сети. Вместе с педагогами бойцов поддерживают дети и их родители. На занятиях ребятишки пишут солдатам письма и мастерят поделки. А дома вместе с мамами и бабушками мальчишки и девчонки изготавливают вот таких чебурашек. Да, у нас принимают все активное участие и дети, и родители, и педагоги, за что им большое спасибо и благодарность. Также нас всегда поддерживает благотворительная организация «Зов Севера», за что им тоже отдельное спасибо. Мы стараемся, работаем. Жители поселка Лебединово также не считают возможным оставаться в стороне. В свободное время многие женщины идут в клуб. Когда здесь нет торжественных событий и празднеств, в актовом зале идет производство маскировочных сетей. Что побудило меня? Это просто материнская боль за наших парней. Я говорю, у меня на СВО был племянник, который по ранению был мобилизован, сейчас уже находится дома, работает он в спортивной школе. Ага. Слава Богу, что все хорошо обошлось у него вот так вот. Ага. И я просто горжусь тем, что я могу какую-то внести помощь в том, чтобы наши парни одержали победу. Я очень горжусь ими. Я говорю, жалко, конечно, и выражаю скорбь всем родителям, которые потеряли своих сыновей, мужей. Свою лепту в общее дело вносят школьники. Дети и подростки с удовольствием и энтузиазмом помогают женщинам плести сети. Традиционными в клубе и школе Лебединого стали благотворительные концерты и ярмарки. А к сбору гуманитарных грузов активно присоединяются все жители. Навязала нам носки Харитонова Людмила. Она, к сожалению, не выходит на улицу, да, вот не могла принести сама. Я приехала, забрала у нее носки. То есть умничка, прям столько пар навязала. Молодец. Поддержка военнослужащим оказывается как на добровольных началах, так и в рамках социокультурных проектов. По муниципальной программе «Алданское активное долголетие» в прошлом году открылась пошивочная мастерская. Производственный процесс здесь был запущен в ноябре. Коллектив мастериц-рукодельниц сложился практически сразу. Девочки, конечно, молодцы, так с удовольствием. Я, конечно, такого не ожидала, что прям вот они такое рвение у них будет. Шьют вообще хорошо. И балаклавы вот мы шили, они хорошо, прям много мы их пошили. Первыми изделиями во вновь открывшейся мастерской стали балаклавы и сумочки для аптечек. Сейчас рукодельницы шьют антидроновые одеяла. Их производство требует предельной аккуратности и сосредоточенности. Все слои должны быть подогнаны и прошиты. Особенно бережно следует обращаться с оболочкой, которая является защитой от тепловизора. С поставленной задачей жительницы Алдана справляются успешно. Первый раз вот шьем, сейчас пробуем. Ну, не знаю, вроде получается. Как от нас требуют, так вот мы и делаем.
Любовь Христолюбова по профессии бухгалтер. Много лет она работала в ресурсоснабжающей организации. Шить любила с юности. И, выйдя на заслуженный отдых, стала посвящать увлечению массу времени. Дважды в неделю Любовь Альбертовна работает в мастерской. Мне нравится шить. И сейчас я шью с большим удовольствием. Хожу сюда 2 раза в неделю. И мне очень нравится. Я знаю, что я занимаюсь любимым и полезным делом. Как и Любовь Христолюбова, Надежда Алексеева по образованию тоже финансист. В рамках социокультурного проекта «Алданское активное долголетие» Надежда Михайловна посещает несколько площадок. Работая в пошивочной мастерской, женщина, по ее словам, расслабляется и набирается сил. Машинки были давно куплены, мы их ждали, наконец-то помещение появилось, и теперь мы просто отдыхаем душой. То, что я, например, финансист по образованию, долго работала в налоговой администрации, а теперь отвожу душу на своем любимом шитье. Ну вот. Дома мы там просто не пододеяльники, а тут нужное дело делаем. К слову, профессионально кройкой и шитьем ранее занимались далеко не все мастерицы. Римма Чернышенко вовсе не владеет навыками шитья на машинке. Тем не менее, в налаженном многоэтапном производственном процессе простоев не бывает, и работа всегда найдется. Она нам помогает и резать, и отрезает, и подает, и выворачивает, и проверяет, что мы пошили. Материалы для производства изделий в пошивочную мастерскую приобретаются на средства, выделяемые из бюджета. Заказ на пошив антидроновых одеял почти выполнен. В ближайшее время посылки будут отправлены в зону спецоперации. А женщины приступят к изготовлению иных изделий. Может быть, какую-то одежду будем шить. Вот я так думаю, что-то нижнее, с нижним бельем тепленькое. Нам уже скажут, что именно, и будем шить. И волонтеры, добровольцы, и участники социокультурного проекта «Алданское активное долголетие» убеждены – поддержка бойцов, обеспечивающих безопасность и покой россиян – общая задача для всех. Ряд гарантий для военнослужащих и членов их семей закреплен на государственном уровне. Участники спецоперации могут рассчитывать как на получение выплат и предоставление льгот, так и на иные виды поддержки. Сотрудники Управления социальной защиты населения по Алданскому району активно информируют представителей данной категории о полагающихся им видах помощи. Если еще по выплатам они уже как в курс дела введены, уже достаточно хорошо знают информацию, то у нас вот именно по нашей помощи, что мы можем оказывать, сопровождать семьи, направлять их, в какие организации нужно идти, работать с документацией, что они теряются, да, вот приходят, и, конечно, такая помощь им нужна. Комплекс мер социальной помощи участникам специальной военной операции и членам их семей расширяется и дополняется. Поддержка военнослужащих составляет приоритетное направление как государственной, так и общественной деятельности.